Добрый вечер. Вы смотрите в прямом эфире «Якутия Лайф». Мой доктор. С вами Иван Луцкан. Сегодняшний эфир мы посвятим вопросам зрения в преддверии Всемирного дня борьбы с глаукомой. Глаукома – это одно из наиболее тяжелых глазных заболеваний, характеризующихся быстрым прогрессированием и, что самое плохое, это приводящее к необратимой слепоте. Глаукома включает не одну, а группу различных поражений зрения, при которых отмечается постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления, снижение остроты зрения и, в конечном случае, атрофия нерва, оптическая нейропатия. О том, как следить за своим здоровьем, сохранять его и помогать людям с проблемами зрения, мы поговорим с моим коллегой, врачом-офтальмологом высшей категории стационарного отделения Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Мариной Максимовой. Добрый вечер, Марина Владимировна. Хотел сказать утро по привычке. Добрый вечер. Первоначальный вопрос, наверное, он самый такой основной. С какими проблемами чаще всего обращаются к нам в больницу? К нам в больницу обращаются люди по различным проблемам. Если учитывать, что глаукома у нас процветает, то с глаукомой у нас не так все хорошо. Почему? Потому что люди обращаются уже не на первой-второй стадии, а чаще на третьей-четвертой стадии. Четвертая стадия, мы тут уже ничего сделать не сможем, потому что четвертая стадия – это полная слепота. А еще, кроме этого, какой есть перечень заболеваний, которыми, в первую очередь, вы сталкиваетесь как врач-хирург стационарного отделения? Очень часто у нас больные с катарактой, с возрастной макулярной дегенерацией, с отслойкой сетчатки, с травмой глаза, с хроническими воспалительными процессами. Почти весь спектр офтальмологии. Если так взять градацию, что ярче выражено, что чаще всего встречается? Я бы, наверное, даже сказала не что чаще встречается, а с чем хуже встречаться. Это с глаукомой, конечно, потому что, как вы уже отметили, глаукома – это всегда прогрессирующее хроническое заболевание, которое в конечном итоге приводит к слепоте. Почему мы и делаем акцент такой основной на глаукоме, если при большинстве офтальмологических заболеваний есть еще шанс вернуть зрение при помощи и хирургического вмешательства, при помощи той же самой коррекции благодаря очкам или лазерной коррекции зрения, то при глаукоме, к сожалению, там все идет время на дни, и буквально где-то упущенный момент может привести к утрате полного зрения, и тогда уже возврат к нему невозможно. И уже даже хирурги больницы не помогут. Поэтому мы сегодня поговорим, понятно, что побольше о глаукоме. Вы можете задать вопрос гостю нашей программы сейчас в прямом эфире по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в нашем WhatsApp-мессенджере 8 914 235 05 02. Марина, давайте пройдемся все-таки по симптоматике, да, чтобы человек хотя бы хоть как-то заподозрил, что у него есть возможно, это заболевание. Что видит человек с глаукомой или что он не видит, наоборот? При глаукоме теряется периферическое зрение, то есть появляется затуманивание, сетка перед глазами. Также может быть при взгляде на источник света такой радужный ореол. Вот с этими симптомами или что-то плавает, пятна внутри глаза, нужно обратиться сразу к офтальмологу. А вот периферическое зрение, как понять, что оно у меня сужено? Вот вроде сейчас смотрим, да, вроде что-то по бокам вижу, да, насколько оно должно быть широкое? К сожалению, да, правильно подметили, потому что человек заметит только когда периферическое зрение, оно снизится на 15, 20, 30 градусов. Только тогда обратит внимание. И это, к сожалению, уже вторая, третья стадия. А в норме сколько мы должны видеть от себя? В норме со стороны височной стороны 70, с носовой 50 градусов. 50 относительно с носа, да. Хорошо. Да. Теперь поговорим о том, все-таки, кто больше всего подвержен группе риска. Потому что я тоже читал литературу, у нас молодеет глаукома. Так ли это? Не могу утверждать, потому что в группу риска входит вообще глаукома, она, если по возрастам смотреть, да, то есть глаукома новорожденных. Это один новорожденный ребенок с новорожденной глаукомой на 10 тысяч новорожденных детей.
Следующая градация идет 40-50 лет, довольно-таки молодой возраст. Все зависит от причин, какие предшествовали глаукомному процессу. Потому что в группу риска входят люди, которые страдают сахарным диабетом, сердечно-сосудистой системой, люди, которые имеют высокую степень близорукости и также высокую степень дальнозоркости, люди, которые имеют воспалительный процесс глаз, после травм глаза, после операции глаза, с миопией высокой степени, как я уже сказала, и люди, которые принимают очень длительно гормональные препараты. То есть вот по таким градациям. А все-таки причинами развития глаукомы какие являются? Анатомические, большей частью? Причины развития глаукомы – это повышение внутриглазного давления. Либо нарушается отток жидкости внутриглазной, либо повышается выработка внутриглазной жидкости. Вот в основном это две причины. Повышается внутриглазное давление. В норме давление 18, от 18 до 22-24 мм ртутного столба. У людей с повышенным внутриглазным давлением будет чаще встречаться глаукома. Это нужно обследовать сразу. А вот как-то человек может заподозрить еще при пальпации, что у него возможно повышенное? Возможно, да. Боли могут быть, боли в глазу, боли при движении, возможно. Но при пальпации это зачастую, наверное, не каждый, но в принципе это возможно. То есть, потрогать да, и у тебя, как мы всегда больным говорим, вот потрогайте двумя пальчиками свой глаз, мягкий он или твердый, как камень. Вот твердый, как камень, это уже давление запредельное. Конечно, тут уже будут боли, головные боли, глазные боли. Здесь уже заметят, да. Что предпринимают хирурги, если человек поступает с глаукомой? Какие виды есть операций и что для чего они делаются? Вообще глаукома, если заподозрили повышение внутриглазного давления, нужно сначала обследоваться у офтальмолога, измерить состояние внутриглазного давления утром и вечером с интервалом. Если есть разница больше 5 мм ртутного столба, здесь уже доктор должен заподозрить. И если есть разница такая же между правым и левым глазом, здесь тоже нужно заподозрить. Потом компьютерную периметрию нужно пройти, там тоже сузится круг или появятся темные пятна скотомы, которые называются. И осмотр глазного дна. Мы должны оценить сам диск зрительного нерва. Ну вот вкупе это все даст результат. И если мы вам поставили глаукому первой, второй степени и давление высокое, то сначала первостепенно назначаются капли, медикаментозное лечение глаукомы, снижать внутриглазное давление. Если ответ хороший на капли, снижающие внутриглазное давление, значит доктор подобрал правильные капли. И какое-то время можно наблюдаться на этом капельном режиме. Но если вдруг капли не способны снижать давление, утрачивают свою силу, то здесь только хирургическое лечение. Типов и хирургических методик очень много, и тут и очень все индивидуально. Ну, основная задача операции основная есть, задача, жидкости. Да, операция – это создать дополнительный искусственный отток жидкости. И органосохраняющие есть еще операции. Органосохранная операция – это уже 4-я стадия глаукомы, да. Там есть органосохранные операции, которые позволяют сохранить глаз как орган, но функции мы уже не вернем. Да, это просто почему вот этот вопрос задаю. Очень часто обращаются люди и говорят, вот мне сделали операцию после глаукомы, а я все равно ничего не вижу, да, как хотелось. Надо понимать, что при этом заболевании все равно вы видеть лучше не станете. И задача в данном случае хирургов — сохранить просто глаз как орган, чтобы он был на месте, но сохранял хотя бы косметический эффект, чтобы не проводить его энуклеацию. Поэтому вот с этим заболеванием лучше не затягивать и своевременно обращаться к врачу для того, чтобы пройти профилактический осмотр. Это благо можно сделать в любой поликлинике в рамках и диспансеризации, в рамках тех медицинских осмотров, которые вы проводите на предприятии, и вот обращать внимание на тот возраст, о котором говорила Марина Владимировна. Это вот
40 лет, потому что действительно вот, есть и данные литературных источников, что все-таки возраст возникновения глаукомы сдвигается в пользу более молодого поколения. Сейчас занятия проходят в основном вот в режиме онлайн, правда, хоть сейчас перешли в очный режим, но тем не менее вот эти 2 года они были такими качелями в сторону дистанционного обучения, и постоянная была нагрузка на зрительный аппарат. Как вы считаете, повлияет ли это как-то в последующем на зрение? Я думаю, что уже повлияло, потому что есть такой термин ПИН — привычное избыточное нарушение аккомодации. Это когда ребенок постоянно смотрит в монитор в привычном ему расстоянии от глаз, без разрядки какой-то, без зарядки, без отдыха. Потому что нужно отдыхать 20 минут, поработать и отдыхать за компьютером. Минут 2-3, но это невозможно, потому что урок идет 40 минут. Поэтому я думаю, что уже повлияло. А гаджеты? И гаджеты то же самое. То есть нужен необходимый перерыв. Да. А вы бы вот какой бы дали совет родителям? Как быть, вот, как следить? Я бы дала Дети же совет часами сидят. часами, да, ограничить доступ на час в день, не больше. Потому что в конце они потом станут нашими клиентами, да? Да. Вопрос из WhatsApp. Говорят, что когда начинаешь носить очки, зрение становится еще хуже. Лучше потерпеть без них, чем совсем его посадить. Развеем миф. Это миф, потому что если сетчатка не будет должным образом работать, то наступит амблиопия. Если перевести на более обывательский язык, то это слепота от бездействия. То есть если сетчатку не раздражать, то она и обленится, и потом, даже если вы потом оденете очки, у вас зрения уже хорошего не будет, качественного. Теперь поговорим о линзах. Ну вот опять же, да, тоже много различных мифов по поводу них ходит. Первый вопрос: дышат ли линзы? Да, есть газопроницаемые линзы, есть влагопроницаемые линзы, линз очень много, но спать в них, в любых, я думаю, что нельзя. Да, вот был такой же вопрос. Насколько часто возникают проблемы у тех, кто носит линзы? Если аккуратно носить линзы, то проблем никаких не будет. Но если неаккуратно носить, то можно... Что такое линза? Это линза как теплица. Если какой-то микроб попадет под линзу, даже с проточной воды, что часто это бывает, то под линзой молниеносно разыграется инфекция, то мы потеряем глаз как видящий орган. То есть бесследно ничего не проходит. Даже если мы исцелим, все равно остаются помутнения, рубцы, которые уже то качественное зрение, которое было до, не вернешь. Ну, бывали и перфорации линзами, да? Да, гнойные язвы с перфорациями, это все бывало. Доходило дело до энуклеации, до удаления глаза. Поэтому будьте осторожны с линзами. Они, как и приносят пользу, в то же самое время при грамотном использовании все будет хорошо, а если неправильное использование и гигиена, то вы можете поплатиться и целиком всего глаза. Очень много вопросов поступает по коррекции зрения, но, видимо, здесь нам вдвоем надо будет отвечать на эти вопросы. Давайте подробно тогда. На самый часто задаваемый вопрос: насколько безопасно делать коррекцию зрения? Мы, наверное, разделим все-таки коррекцию очками, коррекцию лазером. Но в наше время, мне кажется, уже более безопасна коррекция лазером, потому что, наверное, те люди, которые носят очки, потом делают у нас лазерную коррекцию, они никогда не вернутся к очкам, думают, что это совсем другая жизнь, другой мир, другое цветовосприятие. Я думаю, что это в какой-то мере есть сложности, но все зависит от самого человека. Сколько лет гарантии обычно дается на коррекцию? Есть ли какие-то противопоказания? Противопоказаний очень много. Для этого нужно пройти диагностику в нашей клинике, чтобы быть уверенным, что у вас нет противопоказаний, только потом пойти на такой шаг, как операция по поводу коррекции зрения. В отношении гарантии методики разные, гарантии разные. Ну, я думаю, что с возрастом все равно очковая коррекция будет нужна для чтения, потому что, как, может быть, вы знаете, что хрусталик начинает стареть с 40 лет, и он утрачивает силу аккомодации. То есть это будет меняться зрение только вблизи.
а вдаль будет такое же хорошее зрение. Мгм. Ну, это вот к тому вопросу, что по противопоказаниям, да, там может и влиять толщина роговицы при проведении лазерной коррекции и противопоказания, связанные с наличием сахарного диабета, с сосудистой оболочкой глаза. Поэтому там все индивидуально, но вот иногда подходят к нам пациенты, с чем мы чаще всего сталкиваемся, говорят, вот мы заплатили консультацию, а вы нас, мол, отфутболиваете, и говорим, что нельзя. Но на самом деле консультация, она и подразумевает под собой проведение ряда исследований, так, чтобы дать точный ответ, можно ли вам сделать лазерную коррекцию зрения или нельзя. Вот какой возраст, на ваш взгляд, самый оптимальный для проведения лазерной коррекции зрения? Возраст, наверное, тут надо отметить, что если нет прогрессирования миопии 18 лет, то можно делать лазерную коррекцию. А если есть прогрессирование, то и в 25 ее нельзя сделать. Вот, поэтому говорю, все индивидуально. Многие начитаются интернетов, Да. да, а там пишут, да, пожалуйста, делайте как хотите, я вот там все сделал. Но опять же, все эти вещи индивидуальны. И назначение о проведении данной операции может сделать только один человек, это врач. Делают ли коррекцию зрения детям? Если да, Нет, каким детям образом? не делают коррекцию зрения, потому что прогрессирование миопии считается с прогрессированием роста глаза. Как закончился рост глаза самого, тогда прогрессирование миопии заканчивается. Поэтому детям нет, потому что угадать очень сложно. Ну, вот вопрос, наверное, на который мне придется отвечать. Можно ли делать операцию по коррекции зрения бесплатно? Если да, что для этого нужно? К сожалению, лазерная коррекция зрения не входит в федеральную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, так и в территориальную программу бесплатной оказания медицинской помощи в рамках полиса ОМС. Это только платная процедура, исключение может составить только высокотехнологичная медицинская помощь в случае язвы роговицы. Но это единичные случаи таких пациентов, это те люди, которые не могут носить ни контактные линзы, ни очками не коррегируется соответствующее зрение. Поэтому вот этим людям проводится в рамках высокотехнологичной медицинской помощи бесплатно. К сожалению, для всех остальных эта процедура платная. Да, ранее она была бесплатной, это было более 5 лет назад, но потом она была исключена из программы оказания бесплатной медицинской помощи в пользу тех операций, которые как раз связаны с полной утратой зрения. Глаукомы, те же самые катаракты, где, к сожалению, очками уже ничего не исправишь. Хотя, в принципе, могу объявить, вот у нас, наверное, завтра или послезавтра на официальной инстаграм-странице Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы ЯРУКБ, можете найти ее в инстаграме, мы объявим розыгрыш в преддверии 8 марта для наших девушек, и 3 человека смогут пройти бесплатно лазерную коррекцию по методу ФРК. Вот, кстати, по методике, да? Марина Владимировна, есть ФРК, есть Фемто, есть Фемто Лейсик, есть Смайл. Вот в чем отличие этих 4 методик? Ну, об этом, конечно, очень хорошо уже было рассказано на канале нашими докторами. И метод ФРК это метод, который представляет собой выпаривание роговицы, и потом она сама самостоятельно заживает. Без, получается, лазера. А вот Фемто и Фемто Лейсик, Смайл? Да, а там уже при использовании лазеров. Смайл у нас пока не делается, у нас нет такого лазера, но на самом деле сейчас он широко распространен. Но там очень много противопоказаний тоже к Смайлу. Ну, а Фемто Лейсик это делается надрез, делается так называемый флэп. Да, роговица раскрывается, далее уже лазер работает, потом флэп закрывается, и благодаря этому минуса уходят. Но опять же, да, вот просто по лазерной коррекции действительно очень много вопросов. Гарантия от того, что у вас будет там 20-25 лет, хорошее зрение, это в том только случае, если операция проведена своевременно по возрасту, то есть в молодом возрасте, да, вам не 45 лет в тот момент, когда проводилась операция, потому что с возрастом все равно зрение будет ухудшаться из тех причин, которые сказала Марина Владимировна в том числе. Вот сахарный диабет, да, одна из основных тоже причин ухудшения зрения.
у людей. Вот как раз человеку поставили недавно этот диагноз. Как быть в этом случае? Что делать, если диагноз выставлен и зрение начинает ухудшаться? Я думаю, что здесь должны работать в таком в тесном контакте, в дружном, офтальмологи и эндокринологи. Потому что для офтальмологов очень плохо, когда эндокринологи снижают уровень сахара очень резко. Тогда у нас проблемы появляются на глазном дне. Кровотечение, гемофтальмы, запускается механизм пролиферативного процесса на глазу, отслойка сетчатки. С этим бороться очень сложно. Поэтому нужно наблюдать своего эндокринолога, и чтобы эндокринолог понимал, что для офтальмолога важно работать содружественно вместе. А вот человеку самому, да, что для него важно? Как часто надо обращаться? Наблюдаться, но как он часто ходит к эндокринологу, чтобы отрегулировать свой уровень сахара, да, и также к офтальмологу. То есть они вместе должны, так же часто, как эндокринологу. Приводит ли сахарный диабет к окончательной утрате зрения? Да, приводит. Вот это тоже специальный вопрос задал, чтобы обратить на него особое внимание, потому что вот опять же есть ряд заболеваний, при которых офтальмохирурги, офтальмологи, к сожалению, помочь уже не смогут, потому что люди приходят уже с запущенными заболеваниями, и понятно, что вернуть зрение, к сожалению, уже не удастся. Оно может быть утрачено безвозвратно. Поэтому многое здесь будет зависеть уже не от специалистов, врачей, и медицина еще пока не дошла до такого уровня, чтобы воскрешать зрение вот при этих двух основных заболеваниях. Задача как раз вовремя реагировать, то есть проводить диспансеризацию, проводить профилактику этих заболеваний, то, о чем мы всегда говорим. Вот тут такой интересный, конечно, ну, с одной стороны, смешной вопрос. Есть ли какой-то способ избавиться от конъюнктивита? Конечно, есть. Нужно прийти, обратиться с конъюнктивитом на Свердлова 17, это пункт неотложной помощи. Там доктора посмотрят под микроскопом, определят, какой вид конъюнктивита, какой возбудитель, и с учетом этого назначат правильное лечение. Это в том случае, если, допустим, у вас он развился в нерабочее время или вечернее время. А так с конъюнктивитом смело можете обращаться в поликлинике по месту жительства. Сейчас, благо, ситуация с ковидом уже меняется, количество заболевших становится меньше, поликлиники открывают свои двери для планового, в том числе, приема. Ну а конъюнктивит все-таки это состояние относится к неотложному, поэтому вы смело можете обращаться и к офтальмологам по месту жительства. Вот в преддверии лета, все-таки сегодня первый день весны, уже солнце начинает светить ярко, солнечные часы увеличиваются, день удлиняется, тем более сейчас снег, и солнце ярко светит нам в глаз. Какие солнцезащитные очки выбрать? Солнцезащитные очки должны быть качественные. Качественный пластик, ну, желательно коричневого или серого цвета. Потому что там чувствительность, светочувствительность у нас немножко другая. И в них комфортнее ходить. А вот те, которые вот поларайзы там и прочие вещи, ну, вот как на это реагировать? Ну, я думаю, что это тоже всего хорошо, потому что сама пользуюсь линзами поляризующимися. Ну вот если сам врач используется, значит рекомендует. Просто есть китайские совсем очки, там за 400 рублей там продают, там у них все ломается. Вот как на это реагировать? Я не знаю, как на это реагировать, потому что и в качестве, и в магазинах тоже может быть точно такие же очки, поэтому нужно смотреть на качество. Есть тесты многочисленные, которые находятся прямо в оптиках. И в оптике уточнить, какие это очки. Вот есть разные очки там, для работы с компьютером, там мелкую дырочку, вот эти, да. Насколько они помогают? Мелкую дырочку очки — это очки Федорова. Их можно носить для снятия спазмоаккомодации, возможно, тоже. Но там есть регламент на 20 минут в день. В принципе, можно. А все остальное, то, что рекламируют, насколько они эффективны? Я не могу за других отвечать, не могу сказать точно. Правда ли, что весной и осенью глаза особенно подвержены стрессу?
Ну, не знаю, не могу это точно сказать. Наверное, весь организм подвержен стрессу весной и осенью, поэтому в глаза в том числе тоже это не отдельная часть А вот организма. замечали ли, что у нас идет там пик обращений весной и осенью? Вот я, допустим, заметил, ну это, наверное, уж как администратор, да, больницы, мониторя, что очень много начинает обращаться весной и осенью с увеитами. Вот прямо вот идет Ну, подъем если определенный. разбирать увеиты, то если это инфекционного или неинфекционного характера, ревматоидные артриты, то да, тут сезонность есть. Это точно. Мгм. Правильно. А может быть, какие-то капли порекомендовать? Вот капли для сухого глаза вот часто нас спрашивают. Любые увлажнители в аптеке, какие найдете по карману, их можно пользоваться ими. Да. Витаминки. Вот очень такой интересный вопрос, тоже спорный. Вот для зрения. Вот это покапайте, это покапайте. Я помню, целая там серия есть разных капелек, то, что вот это помогает, тот, что Тауфон, там черники Форта и так далее. Вот ваши личные отношения, как им? Хорошо это или плохо? Или вообще никак? Ну, просто капаем, да капаем. Тут, наверное, подходить нужно к этому вопросу с точки зрения верю или не верю. Если человек верит в Тауфон, и он действительно ему помогает только из-за того, что он в него сильно верит, то пожалуйста. Мгм. То есть эффект плацебо еще никто не отменял. Да. Мгм. А вот, например, по поводу питания, да, вот все мы с детства, что морковку кушаешь, зрение хорошее будет, там, черничку покушаешь, тоже все хорошо будет. Вот как с этим? Ну, Опять же, личное мнение. я думаю, что где родился, что растет, и оттуда нужно питать все силы и энергию. Мгм. А то, что у нас не произрастает, мне кажется, это даже не поможет нам. Вот, кстати, возвращаясь к основному Мгм. операции, которую мы сейчас проводим, ну, как конвейер, да, Мгм. это факоэмульсификация катаракты. Да. Давайте теперь об этом заболевании поговорим. Катаракта. Что это за заболевание, с чем его едят и какая его основная тоже симптоматика? Катаракта — это помутнение хрусталика. Любое помутнение хрусталика называется катарактой. И в наше время это самая благоприятная, наверное, операция, потому что мы сможем полностью предотвратить, убрать хрусталик мутный и заменить искусственные прозрачные линзы на всю оставшуюся жизнь. Мгм. С этим очень легко мы сейчас справляемся. Как можно заподозрить, что у меня катаракта? Снижается зрение. Может зрение, например, человек заметит, что в вечернее время, в сумерки, он начинает лучше видеть. Только потому, что зрачок у нас расширяется в темное время и поступает большое количество света. И поэтому он видит чуть лучше. Он начинает видеть как через целлофан, такое мутное. И ему хочется постоянно протереть глаза, как будто что-то мешает. Начинает плохо видеть вблизи, то есть очки для чтения уже не помогают. То прямиком к офтальмологу, возможно, у вас катаракта. А вот опять же по группе риска, какой возраст чаще всего этих пациентов? Ну, конечно, в основном это 60, 70, 80 лет. В основном по количеству больных. Есть врожденные катаракты, есть травматические катаракты, есть лекарственные катаракты, лучевые катаракты, поэтому основная По доля источнику это возникновения, да? 60-70 лет. Мгм. Как долго длится операция и каким методом она проводится? В наше время методом удаления катаракты это факоэмульсификация катаракты. Катаракта дробится ультразвуком через разрез 2,2 мм, и через этот же разрез ставится интраокулярная линза. Это искусственный хрусталик, совершенно прозрачный, и уже он рассчитывается под каждого человека индивидуально. И рассчитать можно хрусталики для дали и для близи. И есть такие хрусталики, которые имеют 3 фокуса, то есть на дальнее расстояние, среднее и близкое расстояние. Их очень большое множество, поэтому здесь выбор всегда за пациентом. Ну вот просто я не хочу сам отвечать на этот вопрос, ответьте вы сами, да? Мгм. Какие линзы мы ставим? Мы ставим очень хорошие линзы, у нас американские линзы, Acrosoph IQ и Acrosoph Natural. Это очень удобные линзы для имплантации. Нет помутнений потом уже в использовании человеком этих линз.
меньше всего бывают вторичные катаракты и осложнений меньше. Процесс реабилитации? Но если человек работающий, то мы рекомендуем взять больничный лист, листок нетрудоспособности сроком до 1 месяца. Потому что разрезы роговицы, они заживают до 4 месяцев. Поэтому вот самый бдительный такой период – это 1-й месяц. А кто не работает дома, то мы рекомендуем находить и чувствовать себя, как будто он на больничном. И дома тоже. Ну а по факту операция делается в условиях дневного стационара. То есть, допустим, человек госпитализируется утром, ближе к обеду делается операция, и к вечеру он уже дома. И, в принципе, он чувствует себя хорошо, и зрение, если операция прошла без отека и так далее, он сразу же почти начинает хорошо видеть. Поэтому в данном случае люди, конечно, воспринимают и очень хорошо, с воодушевлением. Но там тоже есть ряд противопоказаний. Вот, опять же, часто встречающийся вопрос: вот меня, мол, футболили, да, вот готовили катаракту, а злые врачи-офтальмологи взяли и мне отказали в операции. Чаще всего почему отказы? Ну, чаще всего мы не отказываем. Начнем с того, мы берем всех. Да, в основном, да. Возможно, какие-то анализы подходят, вот госпитализация, да, терапевт. И, возможно, перенесенный ковид недавно. Нам нужно месяц выждать, чтобы не было точных осложнений. Ну, сахарный диабет еще есть в случае сахар высокий. Да. Ну, если не готов пациент, то, конечно, да, мы не можем брать. Потому что вот для понимания тоже многие говорят, что вот вы отказываете, но в первую очередь отказывают из-за заботы о здоровье самого пациента, потому что качество проведенной операции должно в первую очередь вернуть вам хорошее зрение, и хирурги несут за это ответственность. Поэтому понятно, что они хотят вам только блага и стараются минимизировать все риски, которые могут возникнуть в случае, если у вас есть какие-то сопутствующие заболевания, чтобы минимизировать эти риски, и вы были довольны от проведенного лечения качественного. И по поводу катаракты. Вот вторичная катаракта, да, вот мы сказали. Что это такое? Вторичная катаракта – это помутнение задней капсулы хрусталика. Проблема эта решается очень легко. Нужно попасть на прием к лазерному хирургу. И лазером в амбулаторных условиях эта причина устраняется. Точно так же устраняется там буквально минута. Да. Да, лазером пострелял, и у нас условия, благо в больнице эти тоже есть, да, вот это называется самореклама, да, от главного врача больницы, но тем не менее весь спектр операций офтальмохирурги проводят здесь, как амбулаторная хирургия, так и стационарная хирургия, в том числе и включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Вот, Марина Владимировна тоже занимается оказанием и такого вида помощи, как введение ингибиторов ангиогенеза, как все операции, связанные с отслойками сетчатки и прочие. Поэтому в этом плане Марина Владимировна специалист высокого уровня, так же, как и все хирурги стационарного отделения, к которым вы попадаете в нашу больницу. Вот, кстати, по поводу отслоек сетчатки и так далее, да, тоже грозное состояние, которое может привести к утрате зрения. Как заподозрить, что у тебя случилась отслойка сетчатки? Отслойка сетчатки, она самостоятельно никогда не возникает. Для этого есть очень много ряд причин. Миопия высокой степени. Почему рекомендуем людям с миопией высокой степени раз в год обязательно проходить окулиста. И проходить окулиста, чтобы вам расширили зрачок и посмотрели глазное дно. Потому что все дистрофические изменения, они с возрастом могут привести к отслойке сетчатки. Поэтому здесь нужно быть прямо очень хорошо себя любить и относиться к себе уважительно, к своему здоровью. И как можно заподозрить? Теряется поле зрения, как шторка накрывает зрение, как будто что-то мешает, они начинают отмахиваться, закрывать глаз, протирать, но ничто не проходит. И это уже отслойка довольно-таки высокая, то есть сетчатка отслоилась до центральных отделов ее. Поэтому здесь нужно прямо срочно бежать. Есть ли шанс восстановить зрение? Конечно, есть шанс восстановить зрение. Этим мы занимаемся в нашей больнице. Каким образом? Все зависит от того, как распространилась отслойка сетчатки. Если разрыв мы видим и обнаружили разрыв
и распространенность не больше 1 квадранта, то можно обойтись операцией наложения пломбы эписклеральной, то есть не заходя вовнутрь глаза. А если отслойка уже распространилась на больше 3 квадрантов и очень много разрывов на сетчатке, то тогда это интравитреально уже делается задняя закрытая витерэктомия, входим внутрь глаза через маленькие разрезы, вводим туда вещество, которое разглаживает сетчатку, применяем лазер, применяем силиконовое масло. В общем, эти операции, они всегда идут поэтапно. Мария Владимировна, время подошло к концу. Так Позвольте быстро. мне не только как главному врачу поблагодарить вас за работу, но и Спасибо. от имени пациентов, которые прекрасно знаю, они приходят ко мне, говорят спасибо всем нашим хирургам, врачам, офтальмологам поликлинического отделения за ту работу, которую проводим в нашей больнице. Я думаю, что мы и дальше будем продолжать улучшать качество медицинской помощи для того, чтобы помогать жителям республики и не только. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Всем здоровья. До свидания.